Другим темам. Владимир Санкин, герой или убийца, Фемида до сих пор определяет, а общество, как и прежде, поделено на два лагеря. Между тем, Верховный суд Республики на апелляционном заседании все-таки смягчил суровый приговор, который ранее вынес Калининский районный суд Уфы. В январе присяжные заседатели признали Санкина виновным в убийстве педофила, и уфимец получил 8 лет строгого режима. Обвиняемый, как и раньше, стоит на своем, якобы не преступник, а защитник детей. Насколько Верховный суд решил смягчить изначальный приговор, знает мой коллега Радмир Азнабаев. Владимир, как настроение? Держитесь? В хорошем расположении духа, пусть и не присутствуя в зале суда, Владимир Санкин получил разрешение до начала заседания переговорить со своими адвокатами, так сказать, с глазу на глаз, чтобы закрепить линию защиты. Будем за вас биться до конца. Как и заседание первой инстанции, процесс проходил в закрытом режиме. Санкин подключен по видеосвязи, а в зале гособвинители, судьи и адвокаты. В коридоре и яблоку негде упасть, кругом объективы фото и видеокамер, все в напряжении. Только группа поддержки Санкина нервно ожидает внизу и надеется на благоприятный для них исход. Я горжусь своим другом, 100%, поддерживаю его в его поступке. Как мужчина поступил, как такой вот он, рубаха парень всегда. Я поступил бы так же бы, не сожалея. А вот со стороны погибшего Зайцева сегодня, как, впрочем, и в течение всего судебного процесса, не было никого. Кстати, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства при расследовании уголовного дела. Сегодня адвокаты Санкина на апелляционном заседании указали на некоторые нарушения при формировании опросного листа Калининского районного суда Уфы. Это является безусловным основанием для отмены судебного приговора. Журналистов пустили в зал только на оглашение приговора. Верховный суд Республики смягчил срок Владимиру Санкину. Теперь ему предстоит провести за решеткой на 2 года меньше. Правда, режим содержания остался без изменений. Санкин, вам понятно решение суда? Мы снижаем вам наказание на 2 года и немножечко редактируем, правильно производим зачет в порядке статьи 72 УК РФ. Если всем все понятно, на этом судебное заседание закрыто. До свидания. Судья по первой инстанции лично призналась моей коллеге в том, что она первый раз в жизни рассматривает дело с участием суда присяжных, у нее нет никакого опыта, поэтому она эти все ошибки и допустила. Эти ошибки должен был исправить Верховный суд Республики, к сожалению, он этого не сделал. А вот это снижение я не считаю за победу, я считаю, что наша борьба продолжается. А вот кто точно в этой борьбе будет до конца вместе с Владимиром, это его семья. Мама Санкина рассказала, что пока сын в СИЗО, они виделись 2 раза в месяц. Когда же приговор вступит в законную силу, количество свиданий сведут к минимуму. О чем общаетесь обычно? Ну, о чем? Как себя чувствует в основном, как мы себя чувствуем, переживает, мы за него переживаем, он за нас переживает. Он не жалуется. Он никогда, в принципе, не жаловался. Я просто не ожидала, я думала, больше снизят, честно говоря. Приговор в законную силу не вступил, и пока Владимир Санкин остается в Уфимском СИЗО. Адвокаты обвиняемого намерены обжаловать решение Верховного суда Республики в кассационном порядке. Радмир Азнабаев, Римзат Билалов, новости Уфа.